На этом заседании избирком регистрирует список кандидатов в депутаты Народного собрания 7-го созыва. Свои документы представили две политические партии. Речь идет о региональном отделении ЛДПР и «Справедливой России» – «Патриоты за правду». Либерально-демократическая партия России выдвинула 39 кандидатов, однако комиссия исключила одного, поскольку возраст баллотировавшегося не достиг 21 года. Замечания, предложения членов комиссии. Если нет предложений других, то предлагаю голосовать. Постановление утвердили единогласно и перешли к рассмотрению следующего вопроса – регистрации списка кандидатов регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Они выдвинули 35 кандидатов, но и тут исключили одного из-за отсутствия требуемых документов. Выдвижение и регистрация списка кандидатов документов, необходимых в соответствии с федеральным законом и законом Республики Ингушетия о выборах депутатов Народного собрания, включенный в список кандидатов, является основанием для исключения кандидата из списка кандидатов. Более 300 кандидатов от 6 политических партий и одного избирательного объединения примут участие в сентябрьских выборах в Народное собрание Ингушетии. Самый большой список баллотирующихся выдвинут «Единой Россией» и «Коммунистами России». Оба региональных отделения представили по 60 человек. Это возможный предел. КПРФ выдвинула 37 кандидатов, партия «Дело» – 42, Российский общественный союз – 33. Сегодня мы рассматривали вопрос регистрации избирательных объединений, то есть после того, как дополнительно эти партии представляют необходимые документы. Сегодня зарегистрированы уже списки кандидатов, выдвинутые партией ЛДПР и партией «Справедливая Россия». Меры для защиты людей принимаются беспрецедентные, впрочем, как и на выборах в депутаты Горсовет Сунжи, состоявшихся в сентябре прошлого года. В избиркоме заявили, безопасность превыше всего. Кроме того, будут предприняты все меры для того, чтобы выборы прошли гласно, прозрачно и открыто. На 47 избирательных участках в республике будет осуществляться видеонаблюдение с трансляцией на соответствующие центры. Кроме этого, все остальные участки, все 100% будут оснащены средствами видеофиксации. Кроме этого, на 22 участках у нас будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. То есть все необходимые меры для того, чтобы избирательный процесс проходил в соответствии с законом. Всего в Ингушетии будут открыты 137 избирательных участков. Сами же выборы депутатов в региональный парламент и в Госдуму будут проходить 3 дня – 17, 18 и 19 сентября. Зелимхан Кылоев, Акрамат Досхоев, Новости 24.